Когда современный человек собирается поехать в Иран, это зачастую вызывает настороженную реакцию. Представляются угнетенные женщины Востока, полностью закутанные в чадру, международные скандалы вокруг атомного оружия, и ваши друзья провожают вас в поездку, как в последний путь. Такой взгляд на эту страну однобок и поверхностен. В первую очередь Иран – это Персия, где всюду чувствуется тонкий восточный аромат сказок «Тысячи и одной ночи». 2500 лет блестящей культуры, руины Персеполиса и сады Шираза, тени Заратустры и Александра Великого, лирические напевы Фердауси и Низами. Этот список можно продолжать долго. В пустынной местности Бехистун, что расположено юго-западнее Экбатан, между Керманшахом и Хамаданом, на территории Древней Мидии, на скале, возле которой проходил путь из Индии в Междуречье, высечена удивительная надпись. Эту надпись сделали по велению великого персидского царя Дария. Хистунская надпись – это первое письменное упоминание Ахура Мазды и самое раннее из известных изображений этого бога. Это самое важное по значению из надписей ахеменидских царей и один из крупнейших эпиграфических памятников вообще. Ценность ее заключается в том, что один и тот же текст был написан на разных языках, и с ее помощью были расшифрованы прежде недоступные тексты. Клинописные строки доносят до нас голос одного из величайших царей древности. Говорит Дарий царь: «Мой отец Виштаспа, отец Виштаспы Аршама, отец Аршамы Ариарамна, отец Ариарамны Чишпиш, отец Чишпиша Ахемен. Поэтому мы называемся ахеменидами. Из Кани мы пользуемся почетом. Из Кани наш род был царственным. 8 из моего рода были до меня царями. Я 9. 9 нас были последовательно царями. По воле Ахурамазды я царь. Ахурамазда дал мне царство». Неподалеку от города Хамадан находится другой памятник древней клинописи. Это Ганжнаме, памятник ахеменидского периода. В граните выбиты 2 надписи. Одна посвящена Дарию Первому, а вторая – Ксерксу. Обе надписи написаны на 3 языках – древнеперсидском, нововавилонском и эламитском. Но самым выдающимся памятником древности, безусловно, являются развалины Персеполиса. Мысленно перенесемся в 330 год до нашей эры и окинем взором залитую солнцем равнину, когда по ней мчались к городу всадники Александра Македонского, перед которым Персеполис лежал абсолютно беззащитным. Он не был приспособлен для обороны никоим образом, но строители и не стремились превратить его в крепость. Он был построен для других целей. Может показаться абсурдным, что столица могущественнейшего государства не имела надежных укреплений даже для защиты правителей от возможных мятежей и восстаний. Через несколько месяцев Александр разрешил войскам грабить. Восточный дворец Ксеркса был подожжен, и пожар распространился на весь город. Предполагают также, что акция была предпринята в виде мести за сожжение Акрополя во время греко-персидских войн. Были уничтожены драгоценные экземпляры Авесты, написанные на бычьих шкурах золотыми чернилами.
Однако многое, включая настенную резьбу на камне, сохранилось, и вид руин под палящим солнцем производит величественное впечатление. Ворота наций, царский дворец, гарем для царских жен, и всему этому уже не одно тысячелетие. Центром комплекса является Ападанна Дария, приподнятая над террасой на высоту 4 метра. К ней ведут 2 парадные лестницы, настолько пологие, что по ним можно было проехать на колесницах. Главную же ценность этих лестниц и всей террасы Ападанны составляют рельефы, высеченные на каменных плитах. По внешней стороне лестницы они изображают торжественное шествие царской гвардии, а по внутренней – шествие слуг, несущих баранов, сосуды, бурдюки с вином. Такое же действие запечатлено и на рельефах самой Ападанны. Здесь в процессию выстроены представители покоренных народов. Многие исследователи давно считают, что процессии данников, украшающие лестницы Ападанны, буквально воспроизводят некое ежегодно проводимое здесь мероприятие, возможно, приуроченное к празднованию Нового года. При раскопках дворца была обнаружена дощечка с клинописным текстом на вавилонском и эламитском языках. Текст послания таков: «Дарий, великий царь, царь царей, царь обширных земель, сын Вештаспа Ахеменида. Когда Ахура Мазда увидел, что его земля в хаосе, он подарил мне эту землю. Он сделал меня царем, и я царь по воле Ахура Мазды. Я покорил эту землю. Если хотите знать, сколько земли мне принадлежало, посмотрите на фигуры, несущие мой трон. Так вы узнаете, что персидское копье летело далеко, и что персы сражались на чужой земле. Каждый год, за несколько дней до 21 марта, дня весеннего равноденствия, вся прилегающая равнина расцвечивалась пестрыми шатрами прибывающих гостей. В назначенный день, согласно заранее подготовленному распорядку, они отправлялись с дарами в чертоги этого гигантского города-дворца, поражавшего своим великолепием. Распорядок был составлен так, чтобы не обидеть и не унизить представителей никакой нации, входившей в состав империи. Скорее всего, отдавалось предпочтение географическим критериям, с тем, чтобы посланцы представали перед очами государя по мере их прибытия из самых отдаленных земель. Этим подчеркивалось равенство всех народов в составе империи и ее масштабы. Миновав ворота, делегации разделялись. Персидская и медийская знать направлялись во дворец Ападана, большой зал приемов. Белоснежные колонны с остатками капителей, все, что осталось от самого дворца. Конечно, может возникнуть вопрос, как можно сжечь каменный город? Но эти колонны несли на себе деревянные балки, поддерживающие деревянную же крышу, а промеж колонн по периметру дворца были вывешены богато вышитые портьеры, защищавшие от солнца. Последний монарх империи Ахеменидов Дарий III был разгромлен в битве при Гавгамелах армии Александра Македонского. Александр захватил в плен царскую семью, а самому Дарию удалось бежать с поля боя, чем он вызвал презрение собственных воинов. Александр направился из Сус в Персеполис. Завоевав город, он отправил сокровища Персии в Грецию на 7000 верблюдах и несчетном количестве лошадей и мулов. Но это не все. По античным источникам, однажды в ходе пьяной оргии Гетера Таис Афинская, жена одного из военачальников Александра, приказала солдатам сжечь Персеполис, что и было сделано. Так прекратил свое существование город, построенный для того, чтобы быть свидетелем славы великой Ахеменидской державы. Мало что осталось от древнего города, но и сейчас его былая мощь поражает воображение. В
нескольких километрах от Персеполиса находится и огромный некрополь, место захоронения персидских царей Дария I, Дария II, Ксеркса и Артаксеркса. Технология создания этих гробниц идентична той, которая была использована при строительстве Петры в Идумее. Величественный комплекс скальных гробниц ахеменидских царей лучше всего осматривать во второй половине дня, когда солнце наиболее выгодно освещает его памятники –